Добрый вечер, это первая студия на телеканале ЕРТС, и как всегда об актуальном. Сегодня мы будем говорить о формировании экологической культуры. И у нас в гостях Ризат Рахимжанов, руководитель Центра развития молодежных инициатив по Павлодарской области. Ризат, добрый вечер, добро пожаловать в первую студию. Здравствуйте. Насколько вообще важна роль подрастающего поколения в формировании экологической культуры? Ну, это очень большая роль, так скажем, потому что мы множество мероприятий проводим и видим, насколько важна участие именно молодежи. Почему? Потому что именно молодежь является той серединой между взрослым поколением и младшим, да, допустим, детьми. Именно больше молодежи почему-то люди доверяют. Раньше как говорили: ой, плохая молодежь, плохое поколение. Сейчас же наоборот. Допустим, если молодежь показывает только хорошее, то и говорят: вот та золотое поколение, будущее, как любят говорить, будущее страны. И именно даже вот направление экологии при участии в любом экологическом мероприятии, если молодежи много, значит это хорошо. И берут пример именно сейчас с молодежи, потому что сейчас именно подростки даже другие, думаю, все это замечают, и они не смотрят, что говорят родители зачастую. И пример даже, можно сказать, не берут от взрослых, хотя как воспитаны тем, что повторяют за родителями, а сейчас повторяют за молодежью, потому что именно активная молодежь показывает пример для подрастающего поколения. Это вот такое мое мнение сейчас. Давайте поговорим о, пожалуй, наиболее масштабной акции у нас экологической. Это проект «Таза Казахстан», который был запущен в прошлом году, и уже по результатам прошлого года, да, он объединил там порядка 7 миллионов жителей Казахстана, да, ну, в том числе молодежь. Да, мы полностью поддерживаем данную инициативу, потому что именно по сравнению с годом экологии не так эффектно проходят сейчас мероприятия, не так масштабно они проходили в год экологии, можно даже это отметить, наверное, с уверенностью это сейчас сказать, а именно в период данной акции и «Таза Казахстан», многие даже в первую очередь, я могу даже сказать, то, что слышат, когда эту акцию «Таза Казахстан», думают, что это субботники. А это на самом деле это идеология, это культура, это воспитательный процесс. Концепция целая. Да, это большая работа, да, потому что именно в данной концепции не только субботники. Субботники у нас аж даже на 10-м плане. Ну, это как один из инструментов, да, так скажем. Ну, давайте тогда поговорим подробнее о проектах, которые предусматривает акция «Таза Казахстан». Что туда входит и в каких именно вы принимаете участие, какие наиболее результативные? Ну, первым делом, конечно же, это самые простые вещи, это раздача информационных буклетов, тот же самый раздельный сбор мусора, те же самые, сейчас мы работаем над уведомлением для тех же предпринимателей, чтобы убирали свою территорию, начинали себя, КСК убирали дворы вместе с жителями. После, конечно же, это экологические акции, в том числе это и субботники. Следующий этап – это именно эко-мастер-классы, именно классные часы. Сейчас очень активно проходят классные часы в школах, в учебных заведениях, высших и средних, в том самом числе колледжи. Отдельно, конечно же, мы проводим мероприятия, потому что все-таки в данном случае нужны не просто экологи, но и больше такие интересные личности, наверное, молодежь, как я и говорил изначально. Мнений. Да, действительно, потому что мастер-классы, они должны проходить не только познавательно, но и интересно, и формат данных мероприятий меняется постоянно. То есть по сравнению с прошлым годом, допустим, мы, как я и говорил изначально, когда мы слышали акцию «Таза Казахстан», мы думали, нужно массово делать субботники. Так и получалось изначально. Потом мы поменяли подход и решили делать больше экологических мероприятий. Вот буквально несколько дней назад мы провели даже стратегическую сессию, потому что подход прошлого года уже отличается подходом нынешнего года. И как и во всех направлениях, в которых мы работаем, как молодежный центр, мы не стоим на месте именно благодаря тому, что мы спрашиваем молодежи, что вам нужно. И стараемся именно всю вот эту в целом молодежную политику проводить именно в том формате, те мероприятия, которые интересны подрастающему поколению, особенно вот нынешнему. А в чем заключалась особенность, изюминка вот сессии этого года?
Вот. Особенность в том, то, что они создавали экологические проекты, основываясь на тех, которые проходили ранее. Допустим, тот же самый на примере ежегодный, довольно массовый жасл-плогинг, да, который вот молодежная организация Жасл-Ель проводит. Было озвучено предложение проводить не только забег на время, на скорость, даже было отмечено тому, что, может быть, некоторые жители боялись идти, потому что не могли бегать в силу возраста, здоровья. Поэтому было предложено организовать его в виде спортивного мероприятия, также фестиваля, не только выступления артистов, молодежи, но и проведение тех же мастер-классов для детей, для более взрослого поколения, а те, кто может бегать, они бегут, так скажем, да. Также проходят и спортивные зарядки, обычно марафон-плогинги перед забегом, да, но было предложение как раз-таки сделать несколько площадок. То есть не ограничиваться марафоном одним. Действительно, потому что это будет намного эффективнее и больше людей будет принимать участие. Вот это уже подрастающая, молодежь, наши подростки, школьники как раз-таки предложили такое мероприятие. Также они отметили о том, что мастер-классы, которые мы проводим, экологические, будут то сделать своими руками, особенно это сбор пластика, как можно дать повторную жизнь, да, пластику, различные конкурсы красоты в том числе проходят, там «Сделай свое платье», это в школах вот очень актуально. Из газеты, из пакетов делают, из бумаги даже, то же самое. Вот они отметили о том, что таких мероприятий на самом деле очень мало. Почему? Потому что даже в том зале, который мы собрали, а это более 5-6 организаций, учебных заведений, молодежных организаций, колледжей, они отметили то, что они являются лидерами, активистами школьных парламентов, но именно среди них только треть людей участвовала в экологическом мастер-классе. Конечно же, мы не сможем охватить каждое учебное заведение, особенно в каждом классе. Мы даже если максимально забьем свой график, так скажем, экологическим направлением, мы охватим все учебные заведения, но не охватим всех именно там. Поэтому было как раз-таки предложение сделать именно для лидеров молодежи, именно студенческие парламенты, школьные парламенты, сделать для них показательный мастер-класс на постоянной основе, а они будут проводить уже у себя. То есть это уже инициатива была не от нас, не мы им навязали, как говорится, а именно сами лидеры сказали, что они хотят именно вот такого рода работу и хотят выходить за рамки своего учебного заведения. Также они вот знают о том, что сейчас у нас идет активный месячник в нашем регионе, в области, и как раз-таки было предложено, сейчас мы будем разрабатывать проект, завершить его более масштабно в виде экофестиваля, чтобы привлечь внимание больше жителей регион, потому что проходят конкурсы, и «Чистый двор», и «Самый дружный двор», не все равно подключаются, не видят, может быть, в этом какого-то особого смысла, но как раз-таки для этого и есть такая работа в плане идеологии, культуры, экокультуры, которую мы ведем работу. Особым достижением прошлого года стоит отметить это запуск бота, Таза-Казбот. Да, это больше для населения. Любой желающий может в любое время года, вне зависимости сезона. Вот зимой это активная уборка снега, одиноко проживающим. Зачастую даже те же предприниматели, которые убирают свою территорию, закидывают на соседнюю, допустим, да, куча организовывают на той же брусчатке. Любой житель, вне зависимости от своего возраста, главное иметь на собой мессенджер, Telegram, зайти, отправить заявку, фотографию, все, его фиксируют, убирают, конечно же, наши коммунальные службы. Но вы отслеживаете больше всего, каких обращений от жителей поступает, вот кроме стихийных свалок? Ну, вот как раз-таки, исходя из того, что сейчас прошла вот зима, по большей части это, конечно же, была уборка снега. Но хочу отметить, где-то и республики, так скажем, по статистике это может быть и отрицательный показатель. Я лично считаю, что это наоборот положительный, что менее активны наши жители были. То есть то, что у нас было по республике заявок намного меньше, жалоб, это не означает, что они менее осведомлены, да, и этот бот не популярен у нас в области. Это означает, что мы идем на опережение. Все говорят о том, что наш Павлодар все-таки один из самых чистых городов. Насколько я знаю, партия Аманат запустила новую акцию в рамках 80-летия победы в Отечественной войне. И эта акция направлена на благоустройство мемориалов, обелисков, памятников. Ваша молодежь принимает участие? Конечно, мы все-таки имеем множество различных молодежных организаций. По своей линии они проводят различные акции, но в целом работу все ведут одну. Ежегодно
новые названия придумываются не для того, чтобы как-то где-то отличиться, стать лучше, а это для того, что все-таки мы же не стоим на месте, информационное поле, оно очень большое. На примере, допустим, прошлогодняя акция названия, допустим, в этом году может быть уже не актуальна. Поэтому все молодежные организации проводят, вот, вроде бы как будто бы та же работа, мы всегда проводили, и к 9 мая, и к 7 мая, и летом, и когда только снег отходит, мы все красим в городах, особенно в районах. В селах это намного важнее. Все-таки в городах ресурсов хватает, бюджета хватает, так скажем, да, есть коммунальные службы, а вот именно в районах, в селах отдаленных есть памятники, как раз таки, вот как вы сказали, именно посвященные Великой Отечественной войне, любым другим героям, писателям, личностям известным казахстанским. Именно там как раз таки эта работа ведется более активно, именно покрасить тот же мемориал. Но хочу отметить то, что мы все равно без согласования как раз-таки с культурой и коммунальными службами не можем в разные цвета красить. Есть определенный цвет, есть определенные стандарты, поэтому эта работа все-таки считаю, что ни одного человека, ни одной организации, поэтому все подключены и все друг друга поддерживают, несмотря на то, что даже если это мероприятие одной организации, все поддерживают данную акцию. Рисат, та акция, которую вы провели вчера, это ноу-хау или нет? Или Нет, прежде уже имели опыт? Если честно, допустим, в нашем, наверное, регионе это более просто не так было освещено. На самом деле болельщики за собой убирают зачастую, потому что мы же все-таки не первый раз поддерживаем нашу команду. Давайте для тех, кто не в курсе, мы расскажем, что вчера был долгожданный матч между командами Иртыша и Экибастуза. И вот после вот этого футбольной игры волонтеры Центра молодежных инициатив и других объединений общественных убрали трибуны от мусора, да? Да. Почему мы хотели более это осветить? Потому что сейчас же я говорил о том, что идет месячник, более информационное поле стараются как раз-таки показать, что идет такая акция в целом, которую нужно поддержать каждому. И мы вот осветили буквально на своих социальных сетях, на своих страницах о том, что да, болельщики павлодарские убирают за собой мусор. Это такое популярное вышло и из других, потому что там более масштабные стадионы, конечно, по сравнению с нашим. Да, это когда в Катаре японцы убрались, да? Да, действительно, во многих странах, где вот как раз-таки мировой футбол, уже совсем другие арены, у нас мы как раз-таки убрали. Мусора было не так много. Даже болельщики с Экибастуза, они свою трибуну тоже убрали. Думаю, видели, не видели, они тоже запускали видеоролик. Именно фан-зона, 4-й сектор, соседний был 5-й, это Экибастуза фан-зона, 4-й сектор был Павлодарский. Именно из 100%, которые там сидели, 99% это была молодежь. То есть я правильно понимаю, подытоживая нашу сегодняшнюю беседу, что привлекать к экологическим акциям нужно молодежь через совмещение эко-акций, да, с какими-то культурными мероприятиями, спортивными мероприятиями, патриотическими, да, мероприятиями, развлекательными, образовательными, да? Да, особенно в социальных сетях. И мы стараемся социальные ролики публиковать, призывы разного формата, тренды снимать особенно. Именно актуальные тренды позволяют нам донести ту суть в целом этих субботников. Самое популярное место для субботников — это Усолка. Ни для кого не секрет. Тот же самый марафон плогинг в ближайшее время будет проходить именно там, забег. Но и в течение лета мы проводим, совмещаем, как говорится, все абсолютно рейды, выезды, пляжи обходим вместе с ЧС, в том числе говорим и об уборке за собой мусора. Помимо, конечно же, оперативных мероприятий, в том «Безопасный берег» и так далее, мы говорим об уборке, конечно же, мусора. И проведение мероприятий, акций, в принципе, есть и патруль именно от Жаслыли организации, есть отряд именно от наших волонтерских организаций. Абсолютно каждый проводит мероприятия, и в целом, так скажем, набережную мы особо не трогаем. Почему? Потому что там все удобства абсолютно. Сейчас в этом году эти удобства будут и на Усолке, поэтому я думаю, что, надеюсь, что в этом году будет мусора намного меньше, чем в прошлом, потому что в прошлом году было меньше, чем. В общем, мы идем, в принципе, довольно правильном пути, и жители все-таки убирают за собой. Многие жители, когда мы, допустим, проводим ту же акцию на Усолке, это же как раз-таки в дневное время, мы когда проходим, люди отдыхают. И многие просят: можно, пожалуйста, мешок? Мы за собой сами уберем, все хорошо, мы отдаем, они относят в контейнер. Некоторые, наоборот, присоединяются и убирают соседний участок тоже от мусора и поддерживают наших ребят.
Но если говорить не о молодежи, вообще в целом, как население, скажем так, привлечь, как повысить активность горожан в формировании экологической культуры? Ну, если брать именно тем, то, что культурных мероприятий, мы как раз-таки стараемся привлекать, не ограничиваемся молодежью. Разный контингент. Да, мы, конечно же, у нас молодежь до 35 лет, но мы стараемся на мероприятии вообще не указываем возраст. Ведь есть такое мнение в обществе, что вот один в поле не воин. Допустим, сидит где-нибудь человек, да, прочитал объявление о какой-то акции, думает, вот не будет толку от меня одного, там, и без меня хватает активистов. Пожалуй, я останусь дома. А на самом деле картина совершенно другая. Мы как все-таки лидеры, активисты, как говорится, одни и те же выступают на мероприятиях, участвуют. Это говорит о чем? О том, что другие либо боятся за себя, ну, не уверены в себе, так скажем, да, либо наоборот считают, что все-таки людей хватает, кто-то уберет, там мусора не так много. Но я скажу так, что лучше будет 20 человек и соберутся 1-2 мешка. Всего лишь каждый внесет один вклад, поднимет, да, одну перчатку на день, чем будет 10 человек и 10 мешков мусора. Это намного тяжелее, это выматывает, а когда вот много людей, все-таки призываю как раз-таки всех, кто смотрит, всех зрителей телеканала, как раз-таки поддерживать молодежь и идти на любые мероприятия, где нужна ваша поддержка, нужна помощь. Если нас публикуют, вы, думаю, наверное, видели, те же Типало, популярные паблики, Павлодар Ньюс, СМИ публикуют наши афиши, приглашения на любые другие мероприятия. И зачастую комментарий написано, а возраст какой, и я лично отвечаю, и с нашей страницы мы отвечаем то, что в принципе для всех желающих, мы не выгоняем. Также и, конечно же, вот, что касается субботников, именно показывая о том, что молодежи это надо, показываем пример именно для младших, в том числе для старших, как я и говорил изначально, потому что именно сейчас молодежь, я думаю, показывает тот пример, который должен быть. Потому что сейчас каждый индивид, лишнего никто ничего не делает. Именно благодаря тому, что ты активист, ты всегда в курсе всего, да, любых конкурсов, фестивалей, выездов, лагерей детских, в общем, и молодежных в том числе. И именно если ты лидер, если ты активист, то ты будешь уже участвовать во всех мероприятиях и востребован будешь в том числе, потому что я вот считаю, даже в учебных заведениях мы встречаемся с администрацией школ, колледжей и вузов, и я всегда говорю о том, что вот у вас обучают, у вас диплом такой же, как у всех в целом, государственного образца и единый. Он может быть синий, красный. Работали по премию на работу, он просто поставит галочку, что этот диплом есть. Но именно организационные моменты, общение при собеседовании, показать себя, рассказать, не молчать, помогает именно как раз-таки это участие в волонтерской деятельности, любой активной деятельности, социализация во всем, особенно в массовых мероприятиях, в том числе как раз-таки экологических. Новые друзья, новые знакомства, никаких преград. Общение. Ну, даже при поступлении в зарубежные вузы отдельной колонкой, да, отдельной статьей учитывается графа, это именно участие в общественной жизни, в благотворительной жизни, в волонтерской деятельности. Волонтерство да? тоже отдельно. И за это будущие студенты, они получают достаточно, скажем так, приличные льготы. Да? И если мы охватим молодежь, то мы охватим уже других жителей, лично считаю. То есть сегодня быть активистом – это тренд, по сути. Да? Большое спасибо, Резат. На этом время нашей программы подошло к своему завершению. До встречи в следующем эфире.